Всем привет! Сегодня на обзоре наконец-то нашел красивый интересный аппарат Lexus GS. Вот он, красавец. Продолжение Toyota Arista. Так можно сказать, да, у Lexus был такой же GS 300, потом пошел вот в следующем кузове Lexus. И у Toyota также был соплеменник, но Toyota не продолжила производство, а остановились только на Lexus. Такой вот красавчик. Бывает с мотором 3, 3,5, 4,3, 4,6, каких только моторов на нем нет, конечно. Ну, самый такой интересный, говорят, это моторы все-таки 3,5 и 4,6. Вот они самые-самые такие добрые, бодрые. И 3,5, говорят, едет лучше, чем 4,3. Мотор такой же, как на Цельсиоре, на Маджесте. По дизайну, конечно, здесь вопросов вообще не может быть, мне кажется. Машина сверх шикарно выглядит. Имеет крайне современный силуэт, оптика современная, линии, хром, ну, в общем, все как нужно. Такие красивые повторители в поворотничках. Из плюшечек внешних, это, конечно же, линзованные фары. Это у нас вот эти вот повторители, бесключевой доступ, люк. Ну, блин, тут добавить нечего. Про Lexus, конечно, надо просто показывать. Везде кожа. Это полностью кожаный салон с перфорацией, с подогревом сидений. Вот видите, такие точки, это значит, что здесь есть перфорация. Кроме того, здесь об этом говорят также вот эти кнопки, крутилочки. Электропривод сидения, электропривод руля. У них иногда трескается панель, как и у атлетов. Но вот в этом экземпляре конкретно здесь все отлично. Единственное, он не заводится, сел аккумулятор. Хотел завести, но, к сожалению, не получится показать вам, как он заводится, но здесь все очень-очень красиво, так моргает, звук у него великолепный. Покупайте, покупайте, эта машина крутая, я ее вам прям рекомендую смело. Что у нас по салону, по плюшечкам? Электроруль, круиз-контроль, здесь у нас такая вот прикольная выдвижная, ну как я не знаю, кармашек, и мне очень нравится, как здесь спрятаны кнопочки. Как в фильме «Такси», прям управление различными органами автомобиля, тахометр, это типа у нас ГЛОНАСС такой, да, поворачивающийся свет, линзы, парковка, задняя шторка, зеркала, ну вот как бы это здесь спрятали, они прикольно сделали Lexus, если честно, очень нравится. Здесь посмотрите, какое состояние. Кстати, обратили внимание на пакеты? Ну вот пакеты, конечно, вроде как защитили, но их, видимо, не так давно одели. Да, кожа немножечко совсем потрескалась, но это такая легкая косметика. Это все лечится, я думаю, не так дорого. Это вылечить, и прям будет машинка в идеале. Потому что посмотрите, вот на руль, он не потертый, на кнопочки на все. Ну, рычаг КПП немножечко есть потертость, конечно. Знать бы, сколько у него пробег завести, но, к сожалению, не получится. Но вот эти кнопочки, они прям вообще в идеале. Потому что встречал Lexus, и там уже подзатерто было. Здесь, смотрите, вот чистенько все, аккуратно. Коробка, мотор здесь вопросов не вызывает, все ездит долго. Единственное, говорят, 3-литровый не стоит брать, потому что там вот этот 5-й цилиндр, который начинает барахлить, а остальные моторы можно брать смело. Но я бы брал 3,5 и 4,6 наверняка, вот самые такие лучшие. Можно и 4,3 мотор брать, тоже он вообще никаких вопросов не вызовет у вас. Здесь очень достойная музыка, а здесь вот в этом экземпляре конкретно это Марк Левинсон, вот этот вот шильдик, обозначающий, что здесь музыка Марк Левинсон. Люк я вам уже показал. Классно у них выполнена подсветочка, то есть она такая направленная, можно сказать, диоды конкретно направляют луч света туда, куда нужно. Управление люком. Ну и давайте заглянем сейчас назад, переместимся назад, посмотрим, как себя в этом автомобиле чувствуют пассажиры. Да, находившись спереди, не упомянул, что у нас также 3 регулировки сиденья и руля, то есть очень круто. Сел в машину, нажал кнопочку под нужной тебе цифрой, и у тебя руль и сиденье подстроились так, как тебе надо. Единственное, педали бы еще двигались, это было бы вообще супер. Ну, посмотрите, какая картинка, да. Пакеты, конечно, вот эти смущают, но с ними даже лучше, на самом деле. Машина целее. Сзади у нас вот такой приятный подлокотник. К сожалению, Lexus ничем не оборудует свои подлокотники, только LS у нас жирный. Здесь бы в этой машинке, ну, не помешало бы, там, не знаю, подогрев или двигающиеся спинки, ну, что-то такое придумать надо было. Отдельный, опять же, свет для пассажиров задних, отдельный климат у нас, пепельница, зажигалка японская, похоже, что
Похоже, японская зажигалка. Работает даже. Вот такая вот. Жан Попо. Японский. Кому-нибудь нужна? Кому-нибудь нужна такая зажигалка? С японским газом, скорее всего. А может быть и с нашим. Хотя нет. Вряд ли там наш газ. Ладно, мне это не нужно. Здесь у нас кармашек назад. В багажник. Честно, никогда не понимал, зачем их придумывают, эти кармашки. Что там делать? Собаку туда засовывать или человека, или что вот. Вот правда, оттуда очень сложно будет что-то достать. Даже если сумка там крупногабаритная, даже мелкая сумка, ее реально будет трудно достать. Ну, не понимаю, честно. Ну, для чего-то, наверное, это нужно. Японцы, полагаю, все-таки умнее нас. Вот такой вот автомобильчик, друзья. Оцените его по 10-бальной шкале, как он вам понравился. Оцените дизайн салона, кузова. Что думаете о моторах? Подвеска у них, кстати, очень даже живучая. Не скажу, что есть какие-то замечания. Все владельцы Лексусов только радуются. Вон он стоит. Тоже это у нас 3.5 версия. Это уже клиентский. Вот. Ну что, ребятки, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будем радовать вас следующими обзорчиками. Сегодня я очень устал уже не знаю, что говорить, язык заплетается. Ладно, всем пока, подписываемся.